свои 95 Шафиям Султыгова все так же проворно владеет швейной машинкой. Обшивает всю семью, не забывает и про себя. Купленные наряды редко подходят по размеру. Вот и садится за машинку и шьет ничуть не хуже опытного мастера. Вот она сшила. Карманы себе, что платок положить, там что-то, телефон. И вставку сделала. Вот так. А веселая и энергичная, несмотря на преклонный возраст. Ее редко увидишь грустной, с улыбкой рассказывают дочери Лейла и Ася. И это вопреки всем тяготам, выпавшим на женщину. В 1944 году Шафиям, как и весь наш народ, выслали в Среднюю Азию. Ей тогда было 16 лет. Она была старшей. О том дне напоминает фотография, сделанная перед депортацией. Шаль, пару вещей и та самая швейная машинка, которая стоит сейчас в комнате. Все, что успела взять юная девушка перед дорогой. سون فدي الخاطر تخنا زقار مع هم حي تنزر تختار بشوية هم مش دقدات هم ديس غيب الواسط أشيخش ويدا أشيخش ميري مش أيوة كيف سووش أخذ كيفش قد مشينير مشين حي تراس زم قلت شان أقرأ Перед отъездом, вспоминает Шафиям, ее отец пошел на задний двор, развязал домашний скот, стоявший в хлеву, рассыпал им корм. Однако они так и не притронулись к пище, как будто чувствовали, что в семью пришла беда. В дороге погибает дядя Шафиям, не выдержал тяжелого пути. Шафиям с родными поселили к одной казахской семье. В доме было всего 2 комнатки. Они жили в одной. Все ценное, что взяли в дорогу, продавали и покупали съестное. Весь народ сплотился в то непростое время. Помогали друг другу, чем могли. Шафиям в то время увлеклась шитьем. المشي هاي سين بار تغمالي خاشودا تخمتي جاية تغمالي المشي تايها تخمتي خويا تخان كيتر الواقع على В Казахстане Шафиям вышла замуж за участника Великой Отечественной Мухарбека Султыгова. Уроженец Карабулака в далеких 40-х участвовал в боевых действиях на Южном, Украинском и Центральном фронтах. 9 мая 1944 года в боях на ближних подступах Севастополя он заменил командира роты. Солдатам под его руководством удалось подавить огонь минометной батареи противника, уничтожить 2 танковых и 4 ручных пулемета. Сам он ликвидировал 40 противников. За проявленное мужество, умелое руководство ротой в бою Султыгов был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени. Отец участвовал в Крымской наступательной операции. И поскольку он был в действующей армии, наверное, его поэтому не отозвали с фронта. Он демобилизовался в ноябре 1945 года. Еще также известно, что он был комендантом крепости Верная. Ну, как известно из истории, Алма-Ата потом была переименована. Вначале это была крепость Верная, а потом этот поселок, город был переименован в Алма-Ата. В Казахстане у Мухарбека и Шафиям родились 3 сыновей и 3 дочери. Позже семья переехала в Грозный. Долгое время прожила там, а с 1995 года проживают в Карабулаке. Всем детям супруги дали высшее образование. Отец считал, что оно необходимо, рассказывает Ася. Умер Мухарбек Султыгов в 1982 на 64-м году жизни. Отца она помнит необычайно добрым и мягким человеком, сохранившим до конца жизни военную выправку офицера. Он же офицер. И вот он соответствовал этому слову. Он очень был благородный, очень любил детей. И вот я за ним наблюдаю, вот он там себя в порядок, вот эту последнюю пуговицу вот так прям застегнет ее. Ой, я думаю, сейчас душно же, думаю, задушится. Какой там? Застегнет и вот так еще поправит, вот такой был. В семье Султыговых очень бережно относятся к фотоматериалам и наградам в память о своих родных. Есть тут и юбилейные медали, врученные бабушке Шафиям. С 95-летним юбилеем, который она отпраздновала 1 января, ее в письме поздравил и президент страны Владимир Путин. Мы искренне благодарим вам за ратный подвиг и трудовые свершения. Желаю вам здоровья и всего самого доброго.
Владимир Путин. Вот. Приятно вот получить такое. Очень приятно, и матери очень приятно. 6 детей, 19 внуков и более 30 правнуков. Семья у Шафиям Султыговой большая. Они ее главной опорой и поддержкой для всех них. Она живой пример стойкости, мужества и сплоченности народа в самые непростые времена. Дана Плиева, Мухаммад Белакиев. Новости 24.